привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер». Привет! Всем привет! Первый наш сюжет посвящен он снеговикам конкретно. Всем разновидностям. всем нашим снеговикам, братья. Всем нашим снеговикам посвящаю. 2-0-1-5, поехали. Что на этом конкурсе было интересного, так это действительно подход. Там были перевернутые снеговики, чернокожие. Да, их красили разнообразными пульверизаторами и так далее. Это дебютный сюжет нашего нового корреспондента. И старого ведущего. Старого ведущего, да. Так Да. что Ванька с почином. Лепить снеговиков, пожалуй, одно из самых древних развлечений. В нашем городе ежегодно проходит конкурс по созданию самых оригинальных снеговиков. А какие они, сейчас увидим. Я думаю, что эта традиция никогда не устареет, потому что у каждой семьи, у кого есть маленькие дети, они все равно лепят снеговиков, как выпадает снег. Какого персонажа вы сегодня лепите? Спортсмена. А почему он у вас кверх ногами? Он когда катался на лыжах, он упал. Участники подготовили все самые необходимые материалы и инструменты, а организаторы предоставили самое главное – спрессованный снег. Мы слепили папуаса. Почему именно этот персонаж? Он древний, потому что вот решили в старые добрые времена окунуться. Какого персонажа вы сегодня слепили? Папуаса. А чем ваш персонаж интересен? Они... Ой. Мы слепили теремок. У всех снеговики, и мы решили как-то отличиться. А кто в этом теремке, по-вашему, живет? Белочки. Конкурс подошел к концу, победители получили свои призы, ну а мы с вами прощаемся. Всего доброго! А наш второй сюжет посвящен тому, что в наш университет, Байкальский государственный университет экономики и права, приехал необычный гость, тренер по американскому футболу Бобби Роум. Он очень форматный, я не понимаю, что они там делают, почему вот мы не такие? Но он очень классно выглядит, он прям красивый. И он задорный, он энергичный такой. Бобби – человек с двумя высшими образованиями. Он историк и мейджор, да, по физическому развитию. Он неоднократно в интервью утверждал, что образование – это самое главное. Но я вообще сторонник обычного футбола. Слава, ты никого не сторонник вообще. Ну это сейчас, нет, а раньше я прям был сторонником обычного футбола. Сбил меня со своими шутками там. Очень сложно купить вот такой вот мяч. Вот обмундирование, да. Как знают все поклонники игры Warhammer, чем больше наплечники, тем пафоснее игра. Американский футбол в этом смысле очень пафосная игра. Какой-то Вархаммер. Это мужик какой-то, дядька Вархаммер просто. Вышел из тюрьмы, он Вархаммер. Ты что, не знаешь, это Семен Вархаммер. Самое главное, что я хотел бы отметить, что действительно в Америке это именно университетская игра. От университета всегда есть команда по американскому футболу и команда по вольной борьбе. И считается, что все учащиеся так или иначе должны быть задействованы в этом. Я тренирую футболистов здесь с 2013 года. Я приехал на свой день рождения 29 апреля и с тех пор развиваю американский футбол по всей стране. По моему мнению, американский футбол подходит всем. Не обязательно как игра, но как спорт он вовлекает всех. Ты можешь быть фанатом, черлидером или игроком. Все дело в братстве. Когда ты видишь, как люди рядом с тобой проливают пот и кровь, делая то же, что и ты каждый день, и вы вместе добиваетесь одной цели, это делает вас ближе и создает духовную связь.
Это мое кольцо профессионального игрока в футбол, которое я выиграл на чемпионате мира Объединенной футбольной лиги под руководством тренера Джима Фассела. Это кольцо от колледжа, которое я выиграл на матче Национальной ассоциации студенческого спорта в 2009. И есть еще одно за ту же игру, только уже 2008 года, за год до чемпионского кольца. В двух словах американский футбол можно описать так: 11 парней и 11 личных сражений для достижения единой цели. И это совсем как в жизни. Например, в университете у каждого учителя есть своя работа, но трудятся они над одной целью. Поэтому и говорят, что жизнь и футбол идут рука об руку. Наш третий сюжет посвящен мастерству разделки строганины. С одной стороны, кажется, а что сложного? Вот снял с рыбы... Взял рыбу, взял нож, настрогал ее. Все. Оказывается, должна быть специальная рыба, ну, там, подлетка. Ну, естественно. Специальный нож должен быть. У нас же как бы режут от себя, а есть люди, утверждают, которые, что правильнее и тоньше будет, если ты на себя. Вот Да, так. но это страшно. На самом деле зависит очень сильно от геометрии клинка. Вот, допустим, классический якутский нож, он имеет несимметричное сведение. То есть он в сечении, с одной стороны как бы есть подвод, а с другой стороны нож плоский. Таким образом, ну, с какой стороны этот подвод есть, с такой стороны удобнее строгать. Когда я жил на юге, в Ростовской области, я, учился там в школе, соответственно, я там просто так что... И у меня много спрашивали о Якутии, особенно о национальных блюдах. Я говорил, у нас есть такое национальное блюдо, как строганина. И сразу же начинают, а там же червяки в этой рыбе, как вы ее кушаете? Представь, что вот в Ростове живут такие люди. Мои знания о Ростове ограничиваются рассказами Славика, поэтому я как бы так и представляю. Ты очень удивишься, да, когда приедешь в аэропорту, и тебе не скажут. Вот недавно в рекламе Google, вот Да, всероссийской, спрашивали, что такое строганина. спрашивали, что такое строганина, значит, люди знают. Сегодня мы в гостях у Иннокентия, который знает о строганине все. Первое, что я хочу сказать, это рыба. Мы взяли для этого червь. Его можно определить по горбинке спереди и желательно брать нормальных размеров. Допустим, мы на рынке выбираем рыбу, на что обратить внимание, чтобы понять, что она свежая. Нужно смотреть на глаза, если они белые, такие как сейчас, и жабры. Если здесь нет кровоподтеков, тогда все в порядке. Червь, он обычно озерный сейчас идет на рынках. Он может быть слегка желтый. Это из-за озера. Так что не подумайте, что он старый. Строганина – это такое блюдо, которое из-за своей простоты скрывает очень много нюансов. Давай поговорим о технике строгания. На самом деле все зависит именно от ножа, от заточки. Ну да. Потому что самое главное это якутский нож, чтобы был долг. Восток. У очень многих людей дома нет аутентичного якутского ножа. Я сегодня принес немножечко из того, чем еще, по твоему мнению, можно, чем нельзя строгать. Первым делом нужно начинать с спинки. Легким движением снимаем шкурку. Самое главное снимать его тонким слоем, чтобы весь жир, богатый омега-3 И другими полезными жирными кислотами. да, не ушел куда-нибудь там подальше. Котам. Переступаем к чешуе. Вот небольшое движение. И плавным движением внутри снимаем. То есть вот здесь шкуру мы не срезаем, мы ее именно отдираем. Да, просто отдираем. Также можно использовать небольшой трюк, чтобы снять легче шкуру. Кончиком ножа просто снимаете вот здесь вот. Как бы отгибаем. Отгибая, да. Она здесь просто вот так вот опирается, рыба от тебя. И плавным движением от себя делаем тонкие стружки. Начинаем со спинки. Если хотите,
чтобы были с кружками, ну, более круглыми. Просто подставить палец. Тогда будут завитушки. Можно в дальнейшем делать розочки. Карвинг получается такой рыбный. Первый наш такой Первый нож? импровизированный вариант строганины выполняется при помощи финского ножа леуку. Идет абсолютно хорошо. Ну, прекрасно такая получилась у нас завитушечка. Допустим, совсем выбрались вы в лес, и есть крохотный складной нож. Ну, тоже, как мы можем видеть, мастерство не подводит. Следующий наш нож – это такой тактик городской. То есть, если вы... Выбрались порыбачить, и у вас был только такой нож. В принципе, тоже кружка идет. Все зависит на самом деле от набивки руки, от опыта. И уже не факт, что обычный обыватель сможет так сделать. Ну, как говорится, всегда главное умение, а не инструмент. Главное мастер, а не меч, поэтому, в принципе, все прошло достаточно закономерно. Если у вас важный гость или еще кто-нибудь, кого вы хотите угостить, члена семьи, Мама, папа, Да. бабушка, дедушка. желательно брать вот самую жирную часть с брюха, сашими, да? Ваше здоровье. Попробуй. Кардос ставит во рту. Ну что ж, Иннокентий, огромное тебе спасибо за такое исчерпывающее объяснение того, как работает строганина и как ее готовить. А мы попытаемся у себя дома тоже это повторить. Обязательно. Что-нибудь получится. Спасибо большое. Пожалуйста. Ну что ж, дорогие друзья, наша передача, к сожалению, подходит к концу. Заходите в наше сообщество ВКонтакте Проб ТВ. Также заходите на YouTube, ставьте пальцы вверх. А также оставляйте свои комментарии, потому что для нас они очень важны. Это был Пропеллер. Спасибо. Пока. Увидимся ровно через неделю. Всем пока. Новый год, мандарины, салат оливье, голубой огонек. Эх, а если так? Концертное агентство «Анна Довини» и телепрограмма «Пропеллер» представляют 26 декабря Европа-клуб, главная рок-елка Якутска, Рок-Мороз. Вас ждут живая музыка, новогодний квест, чемпионат по Рок-Бенд 4, новогодние сюрпризы, Xbox One от магазина видеоприставок «Аркада» и крутой планшет от Технокорпус. Билеты в кассах кинотеатров «Центральный» и сети магазинов «Аркада». Возрастное ограничение 16+. Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить престижные специальности: сервис на транспорте, операционная деятельность в логистике, право и организация социального обеспечения, земельно-имущественные отношения, экономика и бухгалтерский учет. ЕКИТ. Будущее в твоих руках.